Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим рассказать вам об самых интересных книгах, которые мы совсем недавно получили из Чувашского книжного издательства. Начнем мы с вами с книг, которые изданы на двух языках, на чувашском и на русском. Давайте посмотрим с вами на сборник стихов «Чувашия родная». Конечно, очень красивые иллюстрации привлекают к себе внимание. И если мы с вами посмотрим содержание книги, то увидим, что здесь как раз самые интересные стихи для детей среднего и младшего школьного возраста. Давайте мы откроем книгу и просто посмотрим, что же там такого интересного есть. Посмотрите. Все, что вы видите на страницах этой книги, все говорит о нашей замечательной Чувашии, о нашем народе, о чувашском языке, о достопримечательностях, которые вы можете увидеть, посетив нашу республику. Очень красивая иллюстрация, повторюсь, которую создал Петр Сергеев, очень известный художник у нас в Чувашской республике. И не отходя от темы Чувашии, хотелось бы вам показать еще одно очень интересное издание, которая так и называется «Путешествие по Чувашии». Это книга, причем книга познавательная. Здесь есть и игры, и наклейки. Если мы с вами посмотрим саму книгу, вот посмотрите иллюстрации, то здесь указаны как раз все районы. Именно эта книга пройдет по всем этим районам вместе со своими читателями. И здесь есть главный герой, это лиса, умная краса, которая подскажет ребятам, проведет их по самым интересным дорогам, обязательно покажет самые интересные достопримечательности наших городов и наших районов. К ней же идет и приложение. Это наклейки. И вот эти наклейки можно будет как раз и воспользоваться, когда юные читатели вместе со взрослыми или самостоятельно будут проходить по маршруту, по самым интересным местам нашей Чувашской республики. Все мы знаем такую фразу «доброе слово и кошке приятно». Именно так называется рассказ «Доброе слово», который открывает сборник рассказов и сказок очень известной у нас чувашской писательницы Надежды Николаевны Медюковой. Если вы посмотрите на саму книгу, вот сзади мы можем как раз увидеть ее фотографию по молодости лет. И если мы откроем с вами эту книжку, то мы увидим, что книга издана опять-таки на двух языках. Очень красивые иллюстрации. Вот на этой иллюстрации вы видите как раз первый рассказ «Доброе слово», где главный герой знакомится с самой настоящей Бабой-Ягой. И как же они находят общий язык, куда они смогут попутешествовать, вы все узнаете из этого рассказа. Кстати говоря, все иллюстрации, которые здесь есть, сделала сама писательница, сама автор этой книги. Дело в том, что Надежда Николаевна начала писать книги достаточно в таком серьезном возрасте, когда у нее уже появились внуки. И для того, чтобы научить своего внука, что такое хорошо и что такое плохо, она стала создавать книги. Но внуку так понравилась книжка с ее созданными рисунками, что она решила, что книжку обязательно нужно издать. И с тех пор она стала издавать книги. Это уже не первая ее книга, которая есть в фонде нашей библиотеки. Поэтому, если есть у вас такая возможность, обязательно обратитесь к ней и прочитайте. Книга очень красочная, очень интересная. Но самое главное, что у Надежды Николаевны после каждого рассказа обязательно есть вопросы и интересные задания к тексту. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще с одной книгой хотелось бы вас познакомить, которая называется «Кот и петух». Сказка достаточно очень многим известна, но в данном случае это пьеса-сказка, о которой рассказал очень известный первый народный поэт Чувашии Николай Полоросов-Шелеби. Если мы с вами сами откроем книжку, то увидим, что книжка очень красочная. Это благодаря художнице Светлане Бритвиной.
И сначала идет текст на чувашском языке, а затем на русском языке. А самое интересное, наверное, что сказка, в общем-то, немножко имеет свою вариацию, не такую, какой мы привыкли. Она как бы идет с продолжением. Но самое главное, что мне хотелось бы сказать, что детей, конечно, обязательно в конце сказки заинтересует та интересная игра или задание, которое здесь и прилагается. Посмотрите, здесь как раз помогите лисе найти 7 своих дочек, назовите их по именам. И здесь ребенок должен как раз найти либо по ушкам, либо по хвостику и так далее, ответить на этот вопрос. Текст на русском языке, он тоже идет дальше и заканчивается хорошим концом, а самое главное, что здесь тоже есть интересное задание, которое, я думаю, что юный читатель с удовольствием выполнит самостоятельно или при помощи взрослых. Еще хотелось бы вам показать книгу, которая называется «Дети ветра». Это сборник чувашских народных сказок. Каждые несколько лет чувашское книжное издательство издает сборник именно чувашских сказок. Почему именно чувашских? Дело в том, что сказок у чувашей, как и у других народов, очень и очень много. Но есть очень известные, полюбившиеся и нашим читателям, и читателям из других регионов, которые вы здесь можете посмотреть. Здесь сказки 3 видов. Это прежде всего волшебные сказки, сказки о животных и бытовые сказки. Если мы с вами откроем саму книгу, то увидим. Вот я даже могу показать. Вот эти 2 книжки, они очень похожи, потому что вот эта книжка вышла в 2018 году, а вот эта в 2020. Посмотрите, они чем-то очень похожи и перекликаются, потому что художник у них один. Заслуженный художник Российской Федерации Виктор Бритвин. Давайте мы с вами посмотрим на иллюстрацию, на обложку первой книги. Конечно, очень яркие, красивые иллюстрации. Как признается сам Виктор Бритвин, для того, чтобы создать интересную книгу, нужно обязательно войти в понимание того, что художник должен изобразить книгу, как бы понять душу народа, для того, чтобы ее понял читатель. Посмотрите, здесь чувашские народные костюмы, здесь и главные герои, и положительные, и отрицательные, и все они сделаны таким образом, что мы уже понимаем, добрый это герой или злой. Давайте мы с вами откроем книгу и посмотрим, что же есть внутри. Посмотрите, на титульном листе как раз вы можете увидеть чувашские узоры. И эти чувашские узоры сопровождают народные сказки. Ну, как бы, наверное, будет удобнее так показать. На протяжении всего сборника. Я думаю, что читатель останется очень довольный этой книгой и с удовольствием прочитает юный читатель и самостоятельно или опять-таки со взрослыми. И прежде чем завершить наш обзор, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что у нас есть книги, которые совсем вызывают свое восхищение наших читателей, потому что это книжки-перевертыши. Таких книг у нас уже несколько. В данном случае я держу перед собой книгу известной чувашской писательницы Евы Лисиной, которая называется «Бумжик». Книжка, конечно, вышла намного раньше, но я думаю, что будет интересно посмотреть, что книга заканчивается здесь на русском языке, а вот здесь она на чувашском. То есть можно посмотреть либо с этой стороны, либо с этой стороны. Какому читателю как удобно. Аналогично хотелось бы показать вам книгу Марфы Труберной, которая тоже называется «Орешина». В данном случае на русском языке, а в этом случае на чувашском языке. Она тоже очень яркая, очень красочная и очень красивая. Я думаю, что она понравится и взрослым, и детям. И завершить наш обзор хотелось бы вот такой книгой. Мы ее получаем впервые, потому что она не просто книга. Это сказки разных народов. И она идет, если вы сверху посмотрите, хорошо, если видно, да, то есть такая вот очень хорошая фраза: сравниваем, изучаем и играем. Потому что книга эта очень необычная. Давайте я покажу вам титульный лист. Дело в том, что ее составителями является очень известная у нас исследовательница чувашского быта, чувашского народа Елена Владимировна Янька.
Также ей принадлежат иллюстрации в соавторстве с очень известным художником у нас в Чувашии, это Станислав Юхтар. Если мы с вами посмотрим эту книжку, то она очень даже непростая. Дело в том, что здесь все сказки не только чувашские, но и других народов нашей страны, даны по нескольким темам. Берется одна тема и приводится несколько сказок. И таких тем их несколько. Если мы с вами посмотрим само содержание книги, то окажется... Давайте посмотрим. Тема первая – собака и человек. Каждая тема открывается сначала чувашской сказкой, а затем приводятся сказки народов из других регионов нашей необъятной страны. Обратите внимание, что чем дальше вы знакомитесь с книгой, тем сложнее тема. И для того, чтобы понять сюжет, содержание самой сказки, конечно, нужно еще не только прочитать, но и подумать. Задуматься о том, что же такого интересного мог придумать народ, что эти сказки очень друг на друга похожи. При том, что они имеют свои отличия и свои особенности. Но самое интересное, на мой взгляд, это то, что в конце данной книги есть не просто задания, а задания очень интересные. Например, сейчас я посмотрю, заданий очень много, поэтому я не могу сразу найти то, что бы вам хотела показать. Оно так и называется: раздел для тех, кому интересно. И в зависимости от того, чем дальше мы идем от начала этих заданий, тем сложнее становятся сами задания. Конечно же, каждый читатель имеет право на свое мнение, но для того, чтобы понять, что же хотел сказать автор с этими книгами, вы можете сами посмотреть ответы и комментарии к заданию. Мы все прекрасно с вами знаем, что для того, чтобы привлечь юного читателя, хочется, чтобы книги были и красивые, и яркие, и интересные, и привлекали не только внешним видом, но и содержанием. Мы очень надеемся, что книги, которые мы предлагаем нашим юным читателям, обязательно понравятся и детям, и взрослым. И наши сердца, наша библиотека всегда открыта для любознательных и смышленых. Спасибо за внимание.